друзья, Серафимовна, дорогая, вот очень люблю я вас за ваш удивительный голос. Его многие называют золотой голос Хакасии. За удивительный тембр, редкий очень, которому дается все. И русская народная песня, и патриотическая песня. Многие Нину Серафимовну называют русскоязыкина. Но наиболее хорошо, конечно, душевное тепло. От корня идет хакасская песня. Вы знаете, вот сейчас слушаю, родилась в Мерхаскизе, жила в Карагае. Вот это две моих любимых деревни хакасские, да. Вот что-то нас так вот связывают они, да, вот эти населенные пункты, эти деревни нас как-то с вами связывают. Но не только в хакасских селах поет Нина Серафимовна, на хакасских сценах. Вот сегодня мы можем гордиться. Москва, 300-летие вхождения Хакасии в состав России, самые большие сцены представляла на этих сценах хакасской культуры именно Нина Серафимовна. Мы говорим сегодня и вспоминаем, это уже историческое событие, Дни культуры Хакасии в Каннах. Главное лицо этого проекта была Нина Серафимовна. Она пела во дворце фестивалей и конгрессов, знаменитых, где проходят кинофестивали, представляя и хакасскую, и российскую культуру. Лондонская универсиада, Олимпиада, помните, да, Болгарская площадь знаменитая, Нина Серафимовна пела от лица российской культуры, поздравляя всех присутствующих на этом знаковом событии. И этот список можно продолжать. Но я думаю, он еще будет продолжаться. Нет, Серафимовна, мы же в силе, мы же с вами можем, правда? Вот я хочу пожелать вам, чтобы эти все площадки, самые большие, самые грандиозные, какие есть в мире, они все рукоплескали таланту, божественному голосу, дару нашей русскоязыкиной и нашему хакасскому голосу замечательному, золотому голосу Хакасии. Будьте здоровы, творите, чтобы долго-долго вы еще получали аплодисменты и любовь, бесконечную любовь зрительного зала, для которого, собственно, для зрителей вы и живете. Ну и, конечно, следующий концерт надо же планировать в Карагае. Это было бы честно и справедливо, да? Сквозь дремучую тайгу прорываясь, бурливо течет река Сарагыш.
А я так налегке была одета, не без костюма. И одна женщина говорит, спойте, а я там петь не буду сейчас, я только слова скажу. Селигмином тарларым сүр шалдылар Хакасияда. Сели харахты тадржонным, турсежонна изен ағылдыбыз. Хасқай тұрған тасқаларым хоп қалдылар Хакасияда. Хара харахты тадржонным, uzbas parpas algı sarıldığımız. İki sarılamından da теперь что, как по-русски говорит, да? Когда филармонии начались, филармонии это 90-х годах, начались гастроли по Туве, по Алтаю. Но вот у меня была такая тенденция как-то сделать ближе, стать ближе к зрителю. Я пыталась перевести, допустим, когда поехали в Туву, я на тувинский язык перевела тахпахи. И они звучали на тувинском языке, но на хакасский манер. Тувинцы очень хорошо принимали. Павел Михайлович, который не владел ни хакасским, ни тувинским, говорил, надо же, как люди понимают вас хорошо. Но я секрет не раскрыла. И то же самое было, когда мы с Евгением Александровичем ездили на десятилетие Астаны. И там тоже я прислушалась, там, оказывается, буквы Ч нет, чоном, жоном, чиром, жиром. И тахпахи также пошли, чуть-чуть по-казахски. И режиссер ко мне обратилась, говорит, вы, пожалуйста, говорит, от имени всех гостей, а там люди были отовсюду, Узбекистан, Таджикистан, там, Татарстан, говорит, обратите по-хакасски, но я, поблагодарите казахскую землю, казахский народ. Я сказала, поблагодарила эту землю казахскую. На утро пошла эта самая ассоциация зрителей, говорит, без конца слушатели и телезрители без конца звонят, говорят, это что за народ такой хакасы, которые очень похоже говорят на наш казахский язык. Ну, вот такие. Так мы ездили сегодня. Профессиональные музыканты, олар хатабыз 6 жылға жетіп барды, 7 жылға жетіп хата тоқып барымыз. Бастап Сүргер де олар, Евгений Александрович хата олар.
Tätä saanut Sallerberg, Starolla.